только школьники приступили к обеду, как в столовой появились неожиданные гости. Сегодня в лицее «Перспектива» Рустам Минниханов решил оценить качество меню совместно с журналистами. Оно должно быть организовано на высшем уровне, отмечает он. Потому дегустируют и первое, и второе, и третье. Блюда Рустаму Минниханову пришлись по вкусу. Работники кухни рассказали. Иногда экспериментируют, чтобы сделать питание детей разнообразным. Это одна из задач, которую ставил Владимир Путин. 1 марта президент страны подписал закон. Согласно ему, переход на бесплатное горячее питание в школах должен происходить поэтапно. С сентября 2020 по сентябрь 2023. Решением президента Татарстана в республике на бесплатные обеды младшие классы планируют перевести уже с начала следующего учебного года. Сытые счастливые дети. За вкусный обед поварам не только похвала, но и цветы в преддверии 8 марта. Сегодня семья Мулахметовых в перинатальный центр РКБ пришла за третьим. Вместе с родственниками на встречу приехал и Рустам Минниханов. Сын Мулахметовых Раян родился в високосный день, 29 февраля. Настоящий богатырь, вес 4400. Было принято решение рожать в РКБ, потому что здесь специалисты, все под рукой. Президент поздравил семью с важным событием, пожелал здоровья малышу и маме. Напомнил о расширении программы материнского капитала, которую инициировал Владимир Путин. Так, за третьего ребенка Мулахметовым полагаются средства в размере 616 тысяч рублей. Рассказали президенту и о работе перинатального центра. Это единственный в республике акушерский стационар 3-го уровня для так называемых сложных родов. Он рассчитан на 195 коек. Это угроза преждевременных родов, истмикоцервикальная недостаточность и проблемы с ростом плода. Мы начинаем оказывать помощь с 22 недель. Для малышей, которые родились раньше срока, в центре предусмотрены стерильные палаты с капсулами для поддержания жизненных функций. Отделение у нас рассчитано на 28 пациентов, хотя у нас были случаи, когда в отделении одновременно находилось 36 пациентов. То есть, ресурсы у нас есть, чтобы оказать помощь всем нуждающимся детям. Ежегодно здесь проводят более 8 тысяч родов, то есть 30 ежедневно. За 4 года работы центра принято 87 тысяч мам, а вот детей родилось 88 тысяч. О семье и детях президент говорил с врачами и акушерками Казани. Он отметил, для стимулирования демографии женщины должны иметь стабильные социальные гарантии. В помощь семьям федеральные и региональные программы поддержки. Женщина должна быть социально защищена. Вот она уходит в декрет, не рожает, она не может, чтобы все гарантировали, что рабочее место сохранено. Для государства важно будущее поколение, отмечает Рустам Минниханов. Над этим он призвал работать женщин. Прекрасной половине медицинских работников подарок, цветы и поздравления. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.